меня был сосед такой, Гергесов Лука. Сосед был, на втором этаже жил. Вообще вот эта семья Гергесов очень довольно-таки знаменитая. Татьяна Гергесова была такая танцовщица тоже. Вот. Он художник, они там многие, значит, были музыкантами. Как-то вот хорошо они между собой как-то хорошо жили, ладили, все друг друга знали. Домой ходили друг к другу. Я вообще, знаете, где жила я? Я на проспекте Победы жила 11. Раньше это было Папанина 5, потом стала Ушакова 1, наша улица называться, а потом, когда сделали проспект, стал проспект Победы 11. И мы вот на этом, и этот дом был очень многолюдный. Это сейчас там никого не видно. А после войны-то, вы знаете, сколько нас там детей бегало? Вот мы там кишели, прям кишели дети-то. Вот. И у нас был такой, значит, тоже доктор биологических наук Бакутин. Вот он, значит, все организовывал, там нас сделал нам там фонтан, рыбки, мы там сад посадили, все. У нас во дворе было красиво. Это сейчас уже там машины вместо всего этого, да, все это газ, все это прочее. Ну, как-то вот было, вот есть такая, вот, знаете, ностальгия по тем временам. Есть. Ага. Вот, и жили там все. Батажабай жил, писатель Батажабай. Так? Потом, значит, Аюшеев Дандар, композитор в нашем доме. Драматург нам жил Балдано. Мария Степанова со своим мужем Николаем, да? Николаем Петр Нагославич. Потом, значит, Питонов поэт. Поэт этот Салбон Ангабаев. Вот Салбон Ангабаев жил прямо на одной площадке вместе с нами. И к нему приехала однажды Евтушенко Ефим. Они так тогда крепко выпили, а мне проходить, они мне начали ко мне приставать. Как вас зовут? Я как раз с Ленинграда приехала. А по-моему, Евтушенко, по-моему, тогда в тебе что ли сидел, я что-то не понимала. Он такой уж прямо в кепочке, такой уж прямо был. Ага. Поглядывал-то. Я еще так. Девушка. Смешно так. Ну, талантливый самый поэт, что уже говорить. Поэт такого значительный. Вот. И у нас очень много таких людей жило во дворе. Культуры, искусство, поэты, писатели. Писатель Степанов тоже был такой, значит. Вот. Потом Дальон Мадосон был такой тоже, переводчик, тоже. Чернинов тоже был такой, значит, переводил классику на бурятский язык. Допустим, классику, в общем-то, Шекспира. Как Чернинова звали? Чернинов. Как же его дядя Даши его звали? Даши Чернинов. Он был переводчик? Да, да. Переводчиком он был еще. Ну, он рано тоже отошел в мир. Как-то мы вместе так жили все, вот знаете, что и тут же жили у нас эти, которые работники, простые, да, вот люди, доктора жили, самые замечательные доктора, музыканты жили тоже, вот такие вот люди были, знаменитые, в общем-то, как-то вот так. Мне повезло в этом. У вас вся жизнь культурные впечатления. Да. А впечатления нашей культуры, вот сейчас народ, да, вроде все есть, а чего-то в этом супе не хватает. Вот все, вот говоришь, вот чего, все есть. Все, вот красота, да, вот сейчас навели там и фонтаны в городе, да, вот это все есть. А вот чего-то в этом супе еще не хватает. Так же, как и в театрах. Вот да, хорошо. Вот сейчас привлекается, мы видим уже многое что-то, да, что мы могли в советское время не видеть. Да? Но это тоже хорошо. Но вот еще чего-то вот не хватает. Чего не хватает, а? Я не понимаю, что. Вот. Иногда думаю, придешь в театр,
иногда пустой уходишь. Другой раз восхищенный. Может, восприятия не хватает в молодости? Может быть, понимаете, как-то, может быть, молодежь, что ли, она немножко такая прагматичная, что ли, или как бы вот на себя живущая, на себя. А мне кажется, надо все равно, если ты в искусстве, в культуре, да, находишься, в театре, допустим, да, надо все-таки не на себя, а на зрителя. В этом весь наш вот этот театральный, так сказать, кредо, чтобы для кого-то, для чего-то. Но это не значит, что вы, знаете, извините, театр это высшее, это говорят храм искусств. Театр это храм искусств. А вот шоу, это совсем другое. Это варьете, это вот шоу, вот. Это другое. У нас иногда начинают путать это с этим, путать начинают. Шоу, там театральное зрелище, да? Не знаю. Или, может быть, еще надо вот, конечно, сейчас все же поставлено на финансы, вот, чтобы все это, ну, конечно, тратить деньги на хорошее надо. На эксклюзивное, да, надо. Но когда тратятся деньги, что-то вот, не знаю, там, туда-куда, иногда пусто уходишь, тогда, в общем-то, жалко становится денег.